Красный флаг. С чего бы это? Опять на колхозный рынок. Вова у нас уже заплывы делает. Ну и так видно, прозрачное. Что было, мы доели. А здесь каждый вечер делают шашлыки. Кафе молочное. Вова очень захотел. Вот ремесленная синагога, армянская церковь. Что тут подсветочка включает? Рыбу ищет. Вон. Где рыба? Стена плача. И вот эти бумажки с желаниями. Ширина домика, да? Все, и расходимся на 2 команды. Идем за чебуреками. Да, заглядываешь, а там и прилетел из Москвы в Ухту. Мы подъезжаем к улице Фрунзе. 3 августа. Доброе утро из Евпатории. Ой, погода отличная. Красный флаг, это по жизни, видимо, за ним не смотрят. Люди уже купаются. Штиль полнейшая. И так кто к нам такой тут забежал в гости? Так, выходим на балкончик. И вот кто у нас там? Вот это. Сейчас увеличим. Это у нас танцующая леди. Вот такая обстановка. А как вы думаете, кто это у нас идет в центре кадра? Правильно. Мы решили съездить в Херсонес. Он находится в Севастополе. Ехать. Машина показывает 2 часа. Вот. Посмотрим. С утра мало народу, желающих ехать. 2
двери открываются. Люди заходят. Он же сам знает, сколько. Так, съезжаем на трассу Таврида. Горело, и вот здесь начали стукаться. Дымовка была. Да, тут был дым с этих полей. Видимость была плохая, здесь было очень много аварий. Ну немного, 10 там будет. Правильно, люди прям в дым едут. Нафиг ты в дым-то едешь, да? Ты остановись. Симферополь, Школьная, Новый мир, Евпатория. Да, вот они там поля. На Севастопольскую трассу уже. Давай еще, Поль. Второй участок уже. Какие тут открываются виды. Вау. Бахчисарай. Подожди, или... Подожди, какой часов? А, ну похоже. Мне кажется, на Бахчисарай похоже. Сейчас где-то вывески на, хотя бы внимательно теперь читать. Вот, сейчас буду читать. Вон там, да. Почтовая. Севастополь, Бахчисарай прямо. Направо почтовая. Сады, хана, лана. О, ничего себе, вода, да, чтобы стекала, вот, специально сделана. Тоже сады пошли. Мы, кстати, специально выбрали этот день. Ну, как день? Мы выбрали, когда будет погода, именно не духота, чтобы стояла, а именно было облачно. Вот, и облачно вначале было на субботу. Вот, потом смотри, погода с субботы перешла на воскресенье. Ну ладно, говорю, давай мы в воскресенье поедем. Вот сегодня воскресенье, вроде как облачно. Ну тут, а там справа не Да, область. справа не облачно, мы как раз оттуда едем, с Евпатории. Тут вроде как облачно, должно быть хорошо. Потому что по жаре, конечно, гулять очень тяжело, но мы, конечно, с собой взяли панамки, крем,
купальники, мало ли будет очень жарко. Пойдем на пляж, будем загорать. Вот. Так что с собой взяли все, даже подстилочку лежать. Так уши закладывает. Всех поднять закрывают. Просто прямой спуск. Я даже не знаю, сколько градусов. Сколько он, примерно, градусов? Ну, очень такой, конечно. Если, конечно, зима и гололед, я не знаю, как тут выруливать. Подумаешь, да? Вообще, мне до сих пор заложены. Надо что-то выдувать их, что ли. Ой, давай. О. Так, все, мы теперь едем чисто по плакатам. Нам надо на Севастополь. Вот, прямо. Ялта налево, Диорама направо. Нам прямо ехать. Вау. Все, Севастополь. Так, мы остановились. Сейчас пообедаем. Столовая называется «Бульон». В прошлый раз мы тоже в ней останавливались. Такая большая, вкусная столовая. Столовая «Бульон». Что? Припоминаешь? Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть. А я почему-то хорошо запомнила. Я вот уже сразу. С подносиками. Как называется, мы не видим. Бизнес-ланч у меня суп-лапша, гречка, котлетка, салат с пельменем. Я еще не знаю. Окрошка. Папа скажет, сколько заплатили. А цена 1100 рублей. Какие красивые! Не знаю. Красивчики. Нам не удалось найти парковочное место для машины. Все парковки просто забиты. Поэтому мы сделали круг и встали опять на то же место у бульона. Сейчас пойдем пешком. Алыча. Ой, оранжевая. Вот эти деревья мне нравятся. Они-то с папочкой шагают. Господи, сколько вас много, а? Вау. Вау.
Новый Херсонес. Схема комплекса. Где мы? Так, где мы? Правильно. Ой, мы в самом углу. Так мы здесь зайдем, все пройдем, да? Ага. Там детенька. Там деньга побольше. Знаешь, Аня, такое разговор, что если ты заблудилась, в какую сторону идти, знаешь? Аня, на юг, там теплее. Ой, тут, наверное, контактный зоопарк, что ли? Не совсем контактный. А, не зайти туда, да? Сколько тут кроликов? Такие красивые. Все, заведем домой такого? С Россией будет играть. Идем. Интересно, а дома они... Их можно приучить вот к лотку, чтобы они так? Овцы. Страшно, да, это большие? Ты точно козел, не коза. Да. Да, козел. Козел. А, это что? Козел, да? Не знаю, может и коза. Да не знаю, козочки все. А тут кто? Дом. А, попугайчики. Вау. Какой дворец красивый. Обалдеть, красота какая. Обалдеть, красота. Фонари. Какие красивые. Лестницы какие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пойдем. Вот вот так, потом поднимемся. А, оказывается, туда внутрь зайти можно. Ничего себе. Вау, вау, вау. Да что вообще такое за красота-то, а?
Мы вошли вот в этот огромный храм. Нам сказали спуститься вниз. Оттуда все начинается. То есть мы как-то не с той точки, что ли, попали. Все с другой стороны заходят. Скорее всего. А мы идем задом наперед. Я даже не знаю, как люди попадают. Мы задом наперед вышли. Очередь, очередь. Давай. А, вот Audi Gate будет, и он нам будет все рассказывать. Так, вот у нас билет 2500, то есть базовый по 1000, а ребенок до 14 лет 500 рублей. Так, нам дали такие чехольчики. Лань, показывай, что они делаются. Я честно не знаю. Так они раскрываются и одеваются на каждое ухо. Что, так дизайн, да? Да. Это у тебя... А, какой-то таймер. Ну, у нас экскурсия. Отец, часть первая. Ваше путешествие пройдет в наушниках, поэтому прослушайте небольшие правила. Вас будут сопровождать наши смотрители. Как только смотритель поднимает руку вверх, это значит, что нужно следовать за ним. Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыт летом 2024 года. В его составе построены музеи Крыма и Новороссии, музей античности и Византии и специализированный музей христианства. В первом зале посетитель видит улицу древнего города, стены из грубого камня, деревянные двери с коваными ручками, на узком тротуаре кувшины и амфоры. Есть даже настоящий фонтан с лицом-маской, стилизованный под античность. Все это настоящее, сделано современными мастерами из глины, металла и дерева. В Новом Херсонесе состоялось открытие первой экспозиции единственного в России музея христианства. Проводником по музейным залам стал святой князь Владимир, принявший в 988 году крещение в древнем Херсонесе и на века определил духовное развитие Руси и русского народа. Выставка создана с применением современных технологий и искусственного интеллекта. Она проходит в наушниках. Вот на стене огромная карта великих русских рек, путь которым наш древний князь пришел в византийскую Корсунь, Херсонес ныне. Ладью тащат волоком через пороги на Днепре. Экспозиция задумана в виде фильма «Путешествие» и посвящена жизни князя Владимира с рождения до похода на Корсунь и женитьбы на византийской принцессе Анне. Кроме того, рядом с новым комплексом расположено городище древнего Херсонеса Таврического, основанного в V веке до нашей эры, а также недавно возрожденный Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Общая территория 22 гектара. Общая площадь зданий комплекса 144 тысячи квадратных метров. Коридор выглядит как лесная чаща. На стволах деревьев вырезаны божества, свисают обереги и черепа. Трон в звериных шкурах, над которыми свисают мечи побежденных врагов. На экранах девушки в венках, костры, факелы, колдуны, шаманы. Языческая Русь. История и летописи, которые дошли до наших дней, свидетельствуют о том, что князь Владимир радикально изменился. До 988 года, даже немножко раньше, до принятия крещения, это был свирепый вождь, который приносил человеческие жертвы. Это исторические факты. Также он вел довольно разгульную жизнь, у него был большой гарем.
Здесь в 988 году великий князь Владимир принял крещение и на века определил духовное развитие Руси и русского народа. После принятия крещения человек радикально меняет свой образ жизни, он женится на царевне Анне, это образец семейной идиллии, они рождают множество детей, которые впоследствии становятся основателями отечественной государственности. Владимир начинает строить государство на основании христианского нравственного устоя. Выстраивается судебная система, создается русская правда. И, наконец-то, мы видим, что появляется архитектура, которую мы ассоциируем с исторической Русью, например, Десятинная церковь. Очень много стереотипов связано с князем Владимиром и с нашим представлением о его церковном выборе. На самом деле это был не просто политический, культурный или исторический выбор, это был цивилизованный выбор. По сути, то пространство, которое занимает Россия в современном мире, ее самобытная культура и история, это фактически все находилось в зачаточном виде в ситуации выбора, сделанного князем Владимиром. Для кульминации создан специальный зал с гигантским круглым экраном под куполом здания, диаметр которого более 30 метров. Зрители садятся в кресла, как в планетарии, запрокидывают головы и смотрят ввысь. Кстати, само здание музея спроектировано в византийском стиле, а крыша формой и размерами повторяет купол Константинопольского собора Святой Софии. В ходе строительства комплекса Новый Херсонес были найдены интересные артефакты и особенности. Это обнаружение древней реки Герон, которую вывели на поверхность, создав в парке красивый элемент. Это находка древнего погребения, предположительно могилы первого градоначальника Херсонеса. Обнаружение на месте будущего монетного двора заготовок для монет, что подтвердило его историческое предназначение. Экскурсия заканчивается на смотровой площадке под самым куполом музея. Отсюда открывается вид на весь парк Новый Херсонес и собор Святого Владимира в древнем Херсонесе. Считается, что именно на этом месте князь принял крещение. Храм построен на месте древнего святилища, где сохранилась купель. Вау, какая красота! Одеваем опять шляпы и идем гулять дальше. Весь вот этот... В общем, все эти видео, это было и искусственный интеллект. Что это было? Что, Анечка, это было? Мне очень понравилось. Я думаю... И да, конечно, да. Да, так прикольно. Очень красиво. Я 2 раза даже ревела. Вы ревели? Нет? Где? Дуй. Вон они, сзади вас. Как-то слабенько. Вот у Ани. Ань, стой, стой. Как-то слабенько, да? Я думал, сильнее будет освежать. На территории Нового Херсонеса расположен единственный в Крыму храм под открытым небом. Уникальный храм-парк во имя Святой Троицы. Здесь установлены статуи 4 апостолов – Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Красивые сферические колоннады придают храму необычность. Здесь уже проводится богослужение. А вот всего лишь работает. Всего ничего.
27 июля. Вот почему народ там много. Мне кажется, сейчас друг напротив друга сделать. Надо вот в этих стоять. Да. А где мороженое, ты видишь? Оп, у нас мороженое где-то видит. Там еще какая-то лестница ведет. Ну, мы-то идем прямо, а там еще лестница. Одна еда. А почему ты решил? Да, пойдем вот тут вот уже. А там вот лестница еще наверх туда. Ну, потом уже будем выходить. Да? На завтра. Пошлите сюда теперь. Мы что, покажем один приедем? Ну, посмотрим, что тут. Теплющее, да? Ой, да. Вода крутая. Папа Терцель мороженое. Вау, какие красивые якоря. О, Господи, что за красота? Ну что за красота? Вай, 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 вай. Что это такое? А? Ой, А я тебя еще не смотрела. Посмотрите, у тебя улетит, нет, и в итоге моя прилетела. а я держу, потому что рукой. Достаточно, чтобы раздавить. Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника. Дэнни Дидро. Атеист, несчастный ребенок, который напрасно пытается уверить себя, что у него нет отца. Бенджамин Франклин. Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит этот шепот, то голосом совести. Если он не слышит совесть, через рупор страданий. Клайв Стейплз Льюис. На всех путях, какими ходят люди в мире, не обретают они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Исаак Сирин. Ух ты, это что такое? А, это, наверное, черноплодная рябина. Яблочки маленькие. Яблочки, наверное. Ой, маленькие.
Пойду узнаю, что это за музей.